Бог говорит с тобой сегодня, дитя мое. Ваши знания верны, все является обещанием. Поверь, что ты саянин. Посмотрите на войну вокруг себя, это составляет предоставленную гарантию. То, что вы считаете это хорошим знаком, показывает, что вы уже здесь. Не теряй веры, малыш. Берегите свою веру, дорогая. Ваш путь в паранормальный мир открыт. Оно может прийти внезапно или из неожиданного источника. Вера в Бога необходима, чтобы открыть эту дверь. Если вы не готовы к концу, Бог знает, что вам нужно новое начало. Поэтому Он уже строит планы на ваше будущее. В своем уме Он уже пришел к выводу, что это приведет вас в лучшее место или к более удовлетворительной жизни. Если вы верите в Бога, Он слушает ваши молитвы. Поверьте мне, вы точно знаете, чего хотите от Него, но Он делает это по-своему. Их стиль может не совпадать с вашим, но вы можете быть уверены, что они лучшие. Когда вы ищете счастье, вы часто избегаете тех, кто его обеспечивает, из-за их негативного влияния на вас. Бог советует вам не проводить с Ним время. Если вы просите мира и вас выгоняют, это означает, что Он выражает свою веру в то, что ваше будущее в другом месте будет более светлым. Вам нужно принимать более правильные решения. Если вы хотите любви и вам больно, если вы готовы, просто нажмите кнопку «Да». Бог говорит вам сегодня, что скоро вы расскажете другую историю, историю чудес, которые вы видели. Множество вдохновляющих историй успеха, многие другие будут вдохновлены, увидев, что вы преодолели большие препятствия и добились успеха. Если вы согласны, подтвердите это, написав «Аминь». Не волнуйся, поверь, что я Бог. Еврейское слово, переведенное как «покой», означает «прощать», что имеет совершенно иной смысл. Отпустите своего мужа, свои беспокойства о деньгах, свое отчаянное желание простить и свои сожаления о будущем, и замените их знанием того, что я Бог. Не сосредотачивайтесь на вещах, которые вы не можете контролировать, но верьте, что Бог контролирует все. Бог поместил кого-то в вашу судьбу, и если вы останетесь верными, вы встретите этого человека. Это не будет случайная встреча. Бог поместил этого человека в вашу жизнь с определенной целью, и у вас двоих возникнет глубокая и значимая связь. Просто нажмите «Я люблю тебя, Господь», чтобы усилить свои чувства. Как Бог сказал вам сегодня, Он увидел несправедливость, причиненную вам. Он чувствовал боль и тишину, с которой ты столкнулся. Они презирали тебя и стремились уничтожить тебя, и они все это видели. Ему все объяснили, но он спрятал и защитил тебя от врагов. Вас ждут времена успеха, удачи и прибыли, и однажды вы увидите, что в конце концов все это того стоило. Бог любит тебя так сильно, что этого невозможно избежать. Он хотел от тебя большего, чем ты имел тогда. Он был слишком увлечен тобой, чтобы сделать тебе нормальный подарок в неподходящее время. Вы поймете, что Он дал вам все, что у Него было, потому что Он хотел, чтобы вы получили наилучшие впечатления от общения с Ним. Если у вас есть вера, просто напишите цифру «Аминь». Сын мой, я слышу твою просьбу, я раскрываю вашу истинную природу. Давление, в котором вы живете, не сломит вас, я использую это для вашего продвижения. Мир, который вы ищете, станет вашим, когда вы научитесь возвращать мне свою жизнь.
и я научу вас, как делать это новым и более глубоким способом. Теперь не отступайте, враг хочет, чтобы вы так думали. Ваше будущее превзойдет ваше настоящее. Вы можете думать о своей истории как о проекте вашего будущего. Вы не одиноки, это я, перемотка вперед, у вас светлое будущее. Если вам нужна дополнительная помощь, введите здесь «Да». Вскоре у вас появится новая история об удивительной ситуации, в которой вы добились успеха. Ваша жизнь – это фильм, и когда другие увидят его, они вдохновятся тем, как вы преодолели невероятные трудности и добились успеха. Конечно, ваша скрытая личность – это сила, а не слабость. Это результат вашего мягкого сердца и чистого духа. Хотя в ваши обязанности не входит исправлять каждое разбитое сердце, с которым вы сталкиваетесь, вы обязаны сохранять свою щедрую натуру, занимаясь делом своей жизни. Не тратьте свое время и энергию на людей, которым вы просто безразличны. Вместо этого окружите себя добрыми людьми, которые действительно вас ценят. Если вы хотите, чтобы вас считали одним из редких драгоценных камней, одаренных Вселенной разумом и божественностью, вам нужно сиять. Внесите небольшие изменения в свой утренний распорядок, и вы откроете бесконечный источник радости, свободы и уверенности в себе. Если вы верите в Бога, вам следует подписаться на наш канал. Многие люди навлекают на себя несчастье, отказываясь от того, что им действительно нужно в жизни, например, от друзей, семьи и даже любви, в надежде найти что-то лучшее. Они этого не осознают, потому что очень заняты. Так что не ваша вина, если они упустят прекрасную возможность. Я благодарен за то, что позволяю людям открыть глаза и увидеть то, чего им не хватает. Если вы знаете великий план Бога для вашей жизни и то, как Он хочет, чтобы все содействовало вам во благо, вы не будете так обескуражены. Возможно, вы стали жертвой несчастного случая или впали в депрессию, полагая, что ваши лучшие дни позади. Я знаю, это тяжело, но если ты знаешь, что Бог может создать красоту из ничего, ты не расстроишься. Если бы вы только знали, какие чудесные возможности вас ждут, какие замечательные дружеские отношения ждут вас, и ваши предстоящие дни будут намного лучше, чем раньше. Несмотря на видимость, на самом деле это новое начало, и вас ждут лучшие годы жизни. Бог совершит что-то настолько великое, что Ему будет плевать на них. Это значит привести вас к вашей судьбе, показать миру, что Господь рядом с вами, пока вы не усомнитесь, что Его рука есть в вашей жизни. Друзья мои, конец этого месяца будет веселым. Я пророчествую, что Бог благословит вас финансово и духовно. До конца этого месяца Он совершит потрясающую работу в вашей жизни, исцелит и восстановит вашу семью и отношения. Бог говорит, что во время этого перехода произойдут перемены. Это откроет дверь, которую никто не сможет закрыть. Помните, что ваше воспитание, финансы или уровень образования не имеют ничего общего с вашей конечной целью, и я буду рядом с вами во всех жизненных трудностях. Я твой Отец Небесный в твоей судьбе. Бог сказал: «Я знаю, что у тебя сейчас на уме очень многое, от семьи и здоровья до денег и работы. Ты определенно не одинок. Принеси мне в молитве свои заботы и тревоги. Все свои заботы, кроме меня, пошлю тебе обрести покой и утешение, и я дам тебе то, что тебе нужно,
я проложу тебе путь, точка, да пребудет с тобой небо, я в твоих руках, так что не бойся, я увижу тебя. Когда падаешь, кажется, что выхода из ситуации нет. К тому же, если вы помолитесь Богу, Он поможет вам с этим справиться. Не спешите молиться Богу, когда случается плохое, и не сдавайтесь, когда что-то не получается. Вместо этого примите Божье обещание и наблюдайте, как оно сбывается. Будьте терпеливы в молитве, пока Бог не ответит на вашу просьбу, и вы не сможете преодолеть свои трудности. Будьте терпеливы в своих молитвах, пока не увидите руку Божью, действующую в этой ситуации. Спасите свою отчаявшуюся душу этой молитвой. Небесный Отец, мне хочется сдаться, особенно из-за препятствий, с которыми я столкнулся сегодня. Помни, что побудило меня начать понимать смысл Твоего величайшего плана. Необходима благодать. Покажи мне, позволь мне искать Тебя. Где я могу собраться с силами для работы, где я могу найти надежду в терпении и где я могу быть уверен, что чудеса сегодня возможны в любой ситуации. Аминь. Бывают моменты, когда Бог будет использовать нас как ступеньку к добрым вещам, которые Он запланировал для нас в будущем. Священные Писания уверяют нас, что Он будет использовать для нашего блага то, что враг хочет сделать плохим. Подготовка – это непрерывный процесс, который направляет нас. Поэтому мы никогда не должны забывать его. Несмотря на наше непонимание, мы должны верить, что, когда мы принимаем его, Он направляет нашу работу. Бог уже готовит вас, поэтому не тратьте время на поиски того, чего вы хотите. Я дам вам то, чего желаю, чтобы вы могли жить жизнью эмоциональной свободы. Перестаньте винить себя за прошлое или наказывать себя, отказывая себе в возможности добиться успеха. Надеюсь, вы продолжите верить и научитесь полагаться на меня все больше и больше. Я приглашаю вас сделать то, что вам кажется невозможным. Знайте, маленький мальчик, маленькая девочка, я выбрал вас, чтобы вы были каналом благословения для всех, кого вы любите. Вот почему ты не можешь оставаться таким. Ты поднимешься и преодолеешь все воображаемые ограничения, которые я наложил на тебя. Ты с готовностью примешь, что ты мой ребенок, моя дочь. Ваша прошлая борьба научила вас жить в постоянном эмоциональном стрессе, отягощенном иррациональными страхами. Каждый день твоя душа полна страха, твою душу губят ложные идеи. Это был болезненный путь, но вы усвоили урок. Теперь вы знаете, как принимать правильные решения и выбирать хороших друзей. Вы на правильном пути, согласно моей просьбе. Вы готовы к победе, к вступлению в новую сверхъестественную фазу могущественных чудес. Благословения на этом пути наполнят вас верой, силой и радостью. Примите без колебаний, что это все ваши. Я люблю тебя, и поэтому у меня сегодня для тебя еще одно послание. Я вижу, что вера твоя велика, жива и тепла, деятельна и тепла. Ты повзрослел, ты знаешь меня лучше, ты научился доверять, ты ждешь подходящего момента, чтобы получить благословения, которые я имею для тебя. Я создаю армию смелых людей, готовых жить азартно и решительно, готовых делиться своей любовью, полных решимости меняться, обновленных телом и душой. Ты один из смелых. Но будьте осторожны с тем, что вы слышите и что видите.
Ешьте мои слова, ешьте и погружайтесь в моего Святого Духа, читайте, слушайте, говорите, пишите, пойте. Все, что вас побуждают делать, делайте это с Духом и истиной. Я хочу, чтобы ты научился управлять, потому что я дам тебе великие блага, но ты должен относиться ко мне с любовью и уважением. Ты не будешь гордиться, но будешь сиять смирением. Сила, которую я дам тебе, если ты хочешь увеличить мои благословения, сделай свое сердце мягким и чистым. Не говорите и не клевещите ни на кого. Никогда не поднимайте руку и не пачкайте язык, чтобы причинить вред тем, кто ценит вас, помогает вам или дает вам средства к существованию. Трудитесь усердно, служите верно, будьте благословением для окружающих, для своей семьи и для всех, кто вас окружает. Я избрал тебя, чтобы принести больше плода, пойти туда, куда я тебя пошлю, чтобы счастье и благословение вошли в твой дом. Я говорю с вами как настоящий друг. Если вы хотите увидеть перемены в своей жизни, вы должны решить поступить так же, как я, и идти со мной. Скажи мне, что да. Вы вступаете в новый захватывающий этап. И если вы последуете моему пути, вы добьетесь успеха. Я призвал тебя быть могучим воином, вести свою семью, вести тебя от победы к победе и сопровождать тебя во всех великих достижениях, от славы к славе, с похвалой и благодарностью. В тебе и всех в твоем доме, маленькая девочка, маленький мальчик, я люблю тебя. А чемпион, и я обязательно благословлю тебя. Я выбрал тебя не случайно, я действительно знаю, что делаю, потому что хочу, чтобы ты глубоко почувствовал мою любовь к тебе. Если вы думаете, что это послание может благословить других, я прошу вас оставить все как есть. Ваше участие необходимо, чтобы охватить больше людей, которым нужно слушать и получать благословения, как вы. Оставив то, что вы есть сейчас, вы измените ситуацию и будете по-настоящему благословлены за это. Будьте готовы к тому, что я несу вам еду, изобилие и большой успех. За последние несколько месяцев вы столкнулись с трудностями, болью и тревогой, но сегодня я здесь, чтобы убрать всю печаль и депрессию из вашей жизни и дома. Я признаю и вознагражу вашу веру перед лицом всех, кто насмехается над вами. Они будут потрясены и пристыжены, но зависть увидит ваше торжествующее восстание. Это месяц, который расколет океан, и я открою вам путь своей могучей рукой, чтобы вы могли без страха идти в благословенную землю. Вы всегда находились на высоком духовном уровне. Вы никогда не были и никогда не будете побеждены. Я даю тебе жизнь и силу, я даю тебе право защитить себя на земле, я даю тебе успех и счастье. Даже в самых трудных водах я буду рядом с тобой, и ты не утонешь. Вы не обожжетесь, если перейдете бушующую реку и пройдете сквозь огонь. Я дал тебе силу лазить по змеям и скорпионам, побеждать всех врагов, и ничто не причинит тебе вреда. У меня есть ваши обещания, и мои благословения придут к вам. У меня есть для тебя потрясающий план, и он сбудется, как я и обещал. Я поведу тебя к твоей судьбе прямым и добрым путем. Я передам в твои руки чудо, которого ты так долго ждал, и ответ, которого ты так долго ждал. Я обращаюсь к вам всем сердцем и прошу вас закрыть глаза на слово. Я даю вам необходимые вам силы и терпение, пусть ваше путешествие будет здоровым, как я показываю вам сегодня.
Я открываю твой путь, удаляю всех твоих врагов и открываю для тебя дверь благословения. Поднимайтесь с энтузиазмом, работайте смело, сталкивайтесь с трудностями без страха. Вы вступаете в сезон чудес и сверхъестественных чудес. Я напишу это в твоем сердце, ты этого не забудешь. Эти слова будут звучать в вашей душе каждое утро. Вы больше не будете просыпаться подавленным и расстроенным. Оковы, связывающие вас, сломаны. Все проклятия, терзающие вас сейчас, ушли навсегда и никогда не вернутся. Ваша надежда возобновится, ваша улыбка засияет, а уверенность на вашем лице заслужит уважение других. Я готовлю для тебя трапезу благословений в присутствии твоих врагов и превозношу тебя в присутствии твоей семьи и друзей. Будьте готовы к этой новой жизни, которая уже в пути. Примите все эти драгоценные дары со смирением. Держите это в своем сердце и никогда не забывайте то, что благословляет вас. Приходите каждый день и слушайте мои слова, чтобы укрепить свою веру. Наполните свой разум обещаниями, которых вы можете достичь. Я всегда знал о тебе. В этот особенный месяц я спасу вас от скрытых опасностей и невидимых атак. Продолжайте верить, как настоящий воин. Не позволяйте врагу обмануть вас своей ложью и ложью. Неважно, кто противостоит тебе, потому что, как твой отец, я буду защищать себя изо всех сил. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы и благословлены в этом месяце. В тот день, когда я понадоблюсь тебе, я буду здесь, чтобы ответить. Я твой защитник и в трудную минуту рассчитываю на твою помощь. Моя поддержка навсегда для вас, вашей семьи и будущих поколений. Я ожидаю вашего доверия, искренности, послушания, терпения и настойчивости со мной, в ваших словах, в вашем присутствии. Освободи себя от тревог, помни о своей миссии, будь терпелив, слушай и во всем доверяй мне. Я твой Отец и твой Бог. Время, которое я тебе даю, не волнуйся. Если ты не доверяешь мне и не беспокоишься о себе, ты уменьшишь мою любовь, принесешь горе в свое сердце и причинишь болезни своему телу. Каждый день выделяй для меня день. Ищи моего лица, готовь свою душу. Я открою тебе дверь процветания, готовьтесь к счастью, добро пожаловать в мир чудес. Нет ничего, чего я не мог бы сделать, и все, что ты можешь сделать, потому что ты твердо стоял и отказался оставить мою веру. Когда я тебе понадоблюсь, я подарю тебе веру, позвони мне, и я отвечу тебе. Я расскажу вам великие и чудесные чудеса. Вы почувствуете себя таким же могущественным, как и прежде, подобно орлу, летящему в моей потрясающей славе. Отсюда ты найдешь новые благословения, которые я скоро дам тебе. Ты знаешь, я не лгу и люблю тебя. Я всегда был здесь, чтобы помочь вам, когда вы нуждались во мне, и теперь я готов поднять вас, исцелить вас и помочь вам иметь время, любовь и благословение, которые всегда принадлежат вам. Но враг пытался украсть. Этот декабрь для вас является синонимом успеха и процветания, счастья и благополучия. Ешьте смело и с верой, слушайте это послание каждый день. Я делаю это в твоей душе. Поделитесь этим со своими близкими, откройте свое сердце, чтобы протянуть руку помощи, и откройте великое чувство осознания того, что ваш Небесный Отец с вами. В декабре вас ждет большая вечеринка.
А теперь скажи мне, ты веришь в эту луну? Я окружу тебя богатством, чтобы ты все преуспевал. Внимательно выслушайте это сообщение и не игнорируйте совет, который я вам даю. Крепко держитесь этого слова, чтобы вы просыпались утром с миром и спокойствием, движимые неукротимым духом и сверхъестественным миром. В этом месяце успех – ваша судьба, ваши желания и цели сбудутся. В этом году ты не пропадешь зря, но ты должен решить довериться мне. Положи правую руку на сердце и пообещай искать меня каждый день, несмотря ни на что. И таким образом ваша душа обретет покой. Я знаю, что ты борешься с отчаянием, и именно поэтому я говорю с тобой напрямую. Даже если буря сотрясает ваши внутренности и тревога пытается вас напугать, вы будете сопротивляться и не слушать их. Не позволяйте мыслям о неудаче или провале доминировать над вашим разумом. Вы созданы для того, чтобы добиться успеха, сосредоточиться на том, что действительно стоит, помимо материальных благ и личных достижений. Позаботьтесь о своей семье и позаботьтесь о ее здоровье. Не позволяйте Новому году начаться с обиды в вашем доме. Отпустите старые печали. Этот месяц знаменует собой конец конфликта, и если вы будете искать меня каждый день с пылкой веры, моя слава будет царить в ваших домах. Ваше устрашающее присутствие рассеет все силы тьмы, которые пытаются разделить вашу семью и украсть вашу радость. Поверьте мне, встаньте и продолжайте свой путь без страха. Вы победите всех, кто попытается остановить вашу судьбу. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, носят временный характер, но вам нужно мужественно противостоять им, чтобы добиться успеха. Что бы ни. Мой дух будет твоим щитом, а мои сильные слова будут твоим мечом. Продолжайте идти, и если вам нужно остановиться, пусть это будет молитва, медитация и отдых. Уделите мне время каждый день, потому что мне так много нужно вам сказать. Знайте и верьте всем, что вы есть, что вы важны. Ваша вера драгоценна, и ваша жизнь драгоценна. Поверьте мне, тех, кто пытается похудеть, вес не волнует. Я вижу тебя глазами любви, я твой отец, и для меня ты всегда был и всегда будешь. Я повторяю это много раз, я хочу, чтобы это отпечаталось в вашем сердце. Когда ты открываешь глаза утром и видишь свое присутствие рядом с собой, это приносит радость и показывает, как сильно я тебя люблю, пусть ты почувствуешь любовь в моих словах. Вскоре в вашей жизни произойдет чудо, настолько мощное, что оно навсегда изменит вас и вашу семью. Я держу свое обещание, и ты тоже поверил в мое обещание. Однажды я сказал тебе: «Позвони мне, я отвечу». Этот удивительный ответ уже в пути, вы скоро его увидите. Прочтите мое сообщение еще раз, получите мои инструкции о том, как защитить себя и как бороться со своими врагами, когда они пытаются украсть благословения, которые я вам даю. Вы знаете людей, которые злятся и завидуют, когда видят, что вы добились успеха, терпеть не могут вашей улыбки или вашей семьи, сплоченной и полной счастья. Давайте говорить каждый день и насыщаться моими словами мудрости и проницательности. Всегда будьте осторожны и бдительны. Я знаю, что последние несколько месяцев были трудными, и я знаю вашу борьбу, ваша бессмертная вера была для меня благословением. Вы столкнулись с бесчисленными испытаниями, проявив бесчисленное мужество, вы победили всех своих врагов.
Итак, в начале месяца ваше сердце не пусто, а полно любви, поддержки и поддержки. В оставшиеся недели этого года вы увидите больше благословений, чем когда-либо испытывали, и большие чудеса, чем когда-либо испытывали. Верьте в веру, ходите по улицам с открытой верой в мое обещание успеха, и пусть красивая улыбка на вашем лице отражает мое отношение, мою смелость, мою силу и мою силу. Это послание несет вам нерушимую силу. Напишите его на своей руке и скажите мне, во что вы верите. Обратите внимание, как мой дух окружает вас, поднимает вас и направляет на путь успеха и успеха. Держи свое слово, исполняй мою волю и двигайся вперед смело и с верой. Примите это слово с любовью, скажите то, во что вы верите, встаньте, протяните руки и приготовьтесь получить невероятные благословения, которые я подарю вам в этом месяце. Ты столкнешься со многими трудностями, но я укреплю тебя. Будут возникать разные ситуации, но твоя вера в меня делает тебя храбрым. Не бойтесь своих трудностей, смело встречайте их, полагайтесь на мои обещания и мои слова, чтобы укрепить свое сердце. Я никогда не оставлю тебя в минуту твоей слабости. Я никогда тебя не оставлю. Если вы прилежно будете искать меня каждый день и затворите двери комнат ваших, и придете ко мне, вознесете сердце ваше хвалой и славой, призовите меня всей душой и страстью, то печаль и скорбь души вашей. Радость. Поверь, что я тебя выслушаю и поддержу. Я знаю каждую деталь твоей жизни, когда ты доверяешь мне свою жизнь и делишься своими проблемами, когда ты отдаешь свое будущее и свои планы в мои руки, я сочувствую тебе. На небесах отмечается праздник, и я посылаю тысячи ангелов, чтобы защитить вас. Я решу ваши проблемы не вашей силой и мудростью, а своей душой и силой. Из каждого испытания, с которым вы столкнетесь, вы выйдете победителем и победителем, потому что я поддерживаю тех, кого люблю, и прославляю тех, кто осмеливается верить. Однако те, кто обращается к негативу, те, кто приближаются к моей истине, те, кто презирают мои слова и насмехаются над этой любовью, которая исцеляет и спасает, кто не смеет верить в истинного Бога, получат те блага, которые я имею. Предназначено для тех, кто верен. Я всегда ценю ваши молитвы, особенно в трудные времена. Когда вы принесете свои молитвы к моим ногам, ваши глаза вскоре станут свидетелями того, как вы будете освобождены, наделены силой и возвышены благодаря моей любви и силе. Люби меня. Ваша вера была сильна, вы принимали мудрые решения и смело преодолевали все препятствия, стоящие перед вами. Вот вы готовы и желаете совершить прыжок веры и подняться на эту гору. Я жду тебя наверху. Я хочу поделиться с вами сладостным и глубоким выражением любви, которую я испытываю к вам. Вы узнаете меня по-настоящему, а не просто услышав это от людей, вы поймете, что я реален, и я всегда забочусь о вашей жизни и ваших потребностях. Я никогда не скрывал от тебя своего лица, всегда с любовью слушал тебя и рад видеть, что твоя вера не сломлена. Он всегда умел ждать меня без колебаний. Ты должен знать, что хотя я оказалась и не ответил, твое присутствие было с тобой, защищая тебя от вреда. Мои ангелы сражались вокруг него, следуя моим словам, работая на него, а я ускорял время. Вы стояли на своем, и я не услышал от вас никаких жалоб.
Так приятно видеть, что такой мальчик, как ты, который решил полностью отдаться мне, действительно поверил в меня. Я очень рад быть твоим отцом. Мое желание – благословить вас, дать вам цель наполнить свою жизнь радостью и счастьем, стать примером для своей семьи и общества, в котором вы живете. Где бы ты ни был, не останавливайся, продолжай идти, взберись на эту гору, преодолей любое препятствие на пути к счастью. Окружающие вас люди будут видеть в вас живой пример веры и честности. И я буду продолжать благословлять его, не переставая. Продолжайте идти, не сдавайтесь, используйте власть, которую я дал вам, поощряйте тех, кого вы любите больше всего, искать меня, слушайте мой голос. Пришло время принять вызов, бороться, работать, учиться и готовиться к большому событию. Оставайтесь сосредоточенными на своих целях. Пришло время действовать, вы долго ждали, но сейчас самое время. Ваше благословение уже в пути, я изменю вашу жизнь и вашу семью мощным и сверхъестественным образом. Моя любовь к тебе чиста и вечна, есть вечность. Важно, чтобы вы поверили в себя и пришли ко мне в это трудное время. Не позволяйте угрозам и трудностям разрушить ваш мир и веру. Я глубоко чувствую твою боль, и мое сердце разрывается, когда я вижу твою искренность. Как я обещал ранее, я желаю благословить вас. Скажи мне, что ты готов принять мое благословение и будешь относиться ко мне с любовью и заботой. Помни, что во времена скорби я всегда с тобой, держу тебя на руках, покрываю своей святой одеждой. Я люблю тебя всей душой. Ты моя дочь, моя дочь. Я благословлю тебя изо всех сил и воли. Я держу свое обещание, я всегда была рядом с ним, я не сдавалась, и я с тобой в эту бурю. Мой план для тебя – это высокая и вечная мысль, которая приведет тебя к миру покоя и счастья. Ситуация может показаться сложной, но вы встречаете ее с верой и надеждой. Измените свой образ мышления и верьте моим словам с верой, и ваша жизнь изменится. Каждое утро, день и ночь перед сном ищи меня, вставай на колени и слушай мой ответ. Даже если все оставят тебя, я никогда тебя не оставлю. Даже если те, кто говорит, что я люблю тебя, потерпят неудачу, моя любовь больше и правдивее, чем ты, я не упаду. Я никогда не причиню вреда твоему сердцу, твоей семье, твоему будущему, твоему здоровью в моих руках. Цените, берегите и защищайте свою ценность и свои благословения, будьте верными в кратчайшие сроки и в нужное время, и ваши благословения будут возрастать и иметь еще большую вечную ценность. Моя дочь, твоя любовь важна для меня, и я хочу, чтобы ты любила меня глубоко. Я часто обнаруживаю, что вам грустно, когда вы просыпаетесь, вы не понимаете почему. Это похоже на необъяснимое чувство, внезапное беспокойство, как будто ваш разум пытается что-то сообщить. Вы должны понять, и я должен вам сказать, что это чувство – ответ вашего сердца на то, что мой дух зовет вас по имени. Вставайте рано, когда начнете ходить. Ты слишком занят, чтобы сесть, напомни мне, но моя душа настаивает на том, чтобы ты не оставался без дела. Грусть, которую ты испытываешь, это громкий крик твоей души, твоего сердца, которое прекрасно знает, что ты можешь умереть от жажды, если не выпьешь живую воду, которая исцеляет, наполняет, очищает тебя от всего, что тебя беспокоит, приносит эмоции. И спокоен.
Если ты грустный и злой, это явный признак того, что ты уже давно со мной. Перестаньте так жить, пребывание в этой ситуации ранит ваши чувства. В трудные времена вместо того, чтобы смотреть в лицо с верой, вас может беспокоить уверенность в том, что вас наказывают. Но это неправда. Я Бог, я не лгу. Во мне нет лжи. Бесчисленные вещи, которые я сделал для твоей любви, доказывают, как сильно я люблю тебя, любовь, которая даже не начинается со слова «много». Приди ко мне, я оживлю твою душу сладостью Божией, я окутаю твои слезы такой невероятной любовью, как чистая радость. Независимо от того, где вы находитесь, вы не будете разочарованы. Если ты плачешь и кто-то спрашивает, говори правду, ты чувствуешь великую и страшную любовь Отца твоего Небесного. Вы получите благословения, которых так долго ждали. Враг. Музыка. Он злится, пытаясь оттолкнуть тебя от меня, но не сдавайся. Я понимаю твои чувства. Не прячьтесь. Как ты можешь думать, что я не настоящий и поэтому не могу любить тебя? Вы глубоко тронули меня этими мыслями. У меня чувствительное сердце, и я действительно люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты была далеко от меня. Ты мой ребенок, моя дочь. Конечно, я люблю тебя. Когда ты был в депрессии, не я тебя встретил. Я обнял тебя с любовью, очистил твою душу, простил твои ошибки, исцелил тебя и поставил на ноги. Теперь заметьте, что мое обещание хорошее и не может быть нарушено. Никто не сможет отнять тебя у меня. Моя любовь вечна. Если вы сомневаетесь в этом, то это потому, что вы слушаете не тот звук, но отложите его в сторону. Теперь приди ко мне. Я очень счастлив, как и ты. Когда ты бежишь ко мне, это меня возбуждает. Споры приходят, сомнения могут сохраняться, но птицы улетают. Не позволяйте им создать дыру в вашем сознании. Отвергните смертельную ложь, которую пытается создать враг. Перестаньте питать эти сомнения, и вы освободитесь от этой печали. Я пишу это в твоем сердце, чтобы ты не забыл и не усомнился в том, что вся моя любовь принадлежит тебе. Расскажи мне, что ты чувствуешь, когда слышишь, как я говорю, что люблю тебя. Что вы чувствуете, когда чувствуете, что я прислушиваюсь к каждой вашей мысли и точно знаю, какова ваша ситуация? Какие эмоции возникают у вас в голове, когда вы осознаете, что вас ценят, защищают и любят? Я хочу, чтобы ты всегда был уверен в моем присутствии, даже если иногда ты этого не чувствуешь или когда звонишь мне и не слышишь ответа. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, никогда не доверяй чувствам, потому что у меня есть слово, гарантирующее, что ничто не разлучит тебя со мной, даже если ты окружен хотя бы бесчисленным количеством врагов. И лицом к лицу с самым высоким. Трудный вызов. Никогда не сомневайся в моей любви, если у тебя есть мое обещание, верь, даже если ты чувствуешь себя слабым, грустным, преданным или разочарованным. Помните, что моя тень повсюду вокруг вас, вам не нужно обращаться за помощью к другим. Скажи это громко и ясно, чтобы небеса могли услышать: «Я верю в тебя, Иисус». Ваши чувства не определяют ваши убеждения, вы тверды, верны и верны. В моем святом слове вы найдете истинную веру. Взывайте изо всех сил: «Верую в Тебя, Христос Иисус».
Знайте, что прямо сейчас вокруг вас собирается армия ангелов-воинов, сражающихся за вас, пока вы полностью не освободитесь от своих забот. Я решил и пообещал, что твое сердце наполнится радостью и миром, даже если ты не понимаешь, что чувствуешь сейчас. Ты знаешь, мой ребенок, моя дочь, я всегда рядом с тобой, я никогда не перестану любить тебя, я всегда буду здесь, чтобы защитить тебя. Ночью я буду рядом с тобой, утром приветствовать твою душу, каждый день сидеть с тобой. Я всегда здесь, я люблю тебя. Вас ждут великие благословения. Чувствуете ли вы, что вот-вот произойдет что-то особенное? Вы чувствуете этот покой? Поверьте мне на слово. Не позволяй сомнениям поколебать твою веру, ты будешь жить, потому что последнее слово за мной. Я исцелю тебя от всех болезней. Встаньте смело, и все проклятия, долги и плохие воспоминания о прошлом исчезнут из вашей жизни. Ваше избавление близко. Цепь сегодня разорвана, к вам потекут радость и счастье. Я сотворю великое чудо в твоей жизни. Уста твои будут полны хвалы, и сердце твое будет полно радости. Я обещал, что вы увидите это своими глазами. У вас будет все необходимое и даже больше. Благословляйте и помогайте нуждающимся. Господь Вседержитель, Бог добра и вечной любви. По мере приближения праздников этого года к нашим сердцам присоединяются песни благодарения и надежды. Мы заранее признательны вам за бесчисленные благословения, которые вы нам дали, за ценные уроки, которые мы усвоили, за тяжелые битвы, которые мы вели, и особенно за бесконечную любовь, которую мы испытывали каждый день в этом году. Господи, это была дорога, полная испытаний и неожиданных препятствий. На каждом трудном шаге, на каждом крутом подъеме мы чувствуем ваше любящее присутствие, направляющее нас, ободряющее и крепко удерживающее. Благословляем Тебя, Господь, за Твою неизменную верность и неизменное милосердие. Даже в темных долинах и в жестоких штормах. Теперь, глядя на горизонт наступающего Нового года, мы возносим молитвы о ваших новых благословениях. Пусть этот Новый год будет наполнен здоровьем, миром, любовью и счастьем. Отец, дай нам мудрость учиться на ошибках прошлого и неизбежное мужество, чтобы противостоять вызовам будущего с непоколебимой верой и решимостью. Господи, защити нашу семью, наших друзей и всех людей, которых мы храним в своих сердцах, своей божественной защитой. Пусть Твой свет сияет в наших сердцах, освещая каждый наш шаг и каждое принимаемое решение. Пусть любовь, которая является основой того, кем вы являетесь, станет основой всей нашей работы и взаимодействия в мире. Мы молимся, чтобы в наступающем году мы стали настоящим орудием вашей любви и мирного гнезда. Мы вверяем нас Твоим мудрым и любящим рукам, Боже. Пусть каждое новое утро будет напоминанием о вашем постоянном присутствии и новой любви, а каждый закат принесет спокойный мир и глубокую благодарность за прожитый день. Если вы думаете, что это послание может благословить других, я прошу вас оставить все как есть. Ваше участие необходимо, чтобы охватить больше людей, которым нужно слушать и получать благословения, как вы. Оставив то, что вы есть сейчас, вы измените ситуацию и будете по-настоящему благословлены за это. Ты победишь, и все подтвердят, что я на твоей стороне.
Ваше добро уже в пути, и никто, слушайте внимательно, никто не сможет прервать ваш длинный ответ. Это будущее. О ваших потребностях позаботятся, и ваше здоровье чудесным образом вернется в норму. Человек, которого вы любите больше всего, вернется в вашу жизнь. Это Божье обещание. Это я говорю вам для того, чтобы вы были полны мужества, чтобы ваша радость могла начаться прямо сейчас, в этот самый момент. Люди и их семьи вскоре будут искать Его присутствие. Они увидят ваше яркое и посвежевшее лицо. Ваша улыбка будет живым свидетельством, и они своими глазами увидят удивительные благословения, которые я, Господь, дам вам. Слово сказано, умножение сокращено. Я не лгу и держу свои обещания. Помните об этом каждый день, каждое мгновение, чтобы ваш ум был свободен от беспокойства и беспокойства. Я сам положу конец их страданиям. Пришло время праздновать, приближаются счастливые дни, святые дни, драгоценное время, которое вы должны ценить в полной мере. Не бойся, моя дорогая дочь. Не лей слез, не сдавайся. Поверьте мне, я ваш Бог, который говорит сегодня непосредственно с вами. Будьте творческими во всем, что вы есть. Я слышу все твои пожелания, чувствую твое смиренное и искреннее сердцебиение. На моем престоле я слышу ваши молитвы и открываю вам дверь моей великой благодати. Шлю свои благословения и добро. Мое присутствие с теми, кто имеет чистую веру, со смиренным сердцем, со всеми, кто призывает мое имя с искренностью и глубоким желанием. Всегда помните, что вы можете доверять моей вечной силе и верности. Я никогда не оставлю тебя беспомощным, никогда не оставлю и не забуду тебя, сколько бы лет ни прошло. Если я пострадал на кресте и пролил за тебя свою кровь, то это было не напрасно. Когда приближаются враги и проблемы, или слабые, бедные и больные, знай, что я всегда с тобой. Я говорю это еще раз, чтобы всегда оставаться в твоем сердце. Пусть ты ищешь меня и помнишь мои слова каждое утро. У меня есть все силы, чтобы освободить его. И если я буду повторять это каждый день, потому что я действительно буду это делать. Я хочу, чтобы ты был полон веры, спал спокойно душой и просыпался утром с сильным духом, и я уверен, что мое обещание не будет нарушено, и я никогда не оставлю тебя. Я говорю правду, я люблю тебя и всегда благословляю тебя. Это так и так будет всегда. Скажи мне сейчас, ты веришь? Я хочу услышать твою силу и счастье из твоих уст. Вы находитесь на пути к достижению того блага, которого ждали многие, и именно поэтому враг со всей своей злобой пытается отнять вас. Но если дела идут не очень хорошо, не сдавайтесь, не сдавайтесь. Теперь я знаю, что ты чувствуешь. Посмотри на меня, мы здесь вместе, мы собираемся подняться наверх вместе. Нет, не убегай, не прячься. Как вы думаете, что я не прав? Откуда взялась мысль, что я не могу тебя любить? Не сдавайся, ты драгоценна в моих глазах. Твои сомнения заставляют меня плакать, потому что у меня тоже есть сердце. Я очень тебя люблю и не хочу, чтобы ты когда-нибудь меня покидала. Ты мой ребенок, моя любимая дочь. Как я могу не любить тебя, когда ты впадаешь во тьму депрессии, забытая всеми и считающаяся твоим концом? Я пошел к тебе навстречу, ты не искал меня первым.
я пошел к тебе и обнял тебя с великой любовью, я очистил твою душу, я очистил тебя, я утешил тебя, я исцелил тебя, ты встала. Ты снова пошел, ты родился заново. Обратите внимание на этот момент, потому что прямо сейчас вы поймете, что мое обещание невозможно нарушить, и я никогда его не нарушу. Никто, слушай внимательно, никто не сможет отнять тебя у меня. Моя любовь к тебе вечна. Если вы полны сомнений из-за того, что слушаете других, забудьте об этом сейчас и придите в мои распростертые объятия. Я взываю к тебе, жизнь полна борьбы, могут возникнуть сомнения. Но как птица, летающая вокруг твоей головы, если ты не будешь осторожен, она свит гнездо в твоем уме, осквернит твои мысли и лишит тебя моей любви. Не забывайте те замечательные вещи, которые вы видели вместе, сражайтесь с темной стороной битвы, с которой вы столкнулись, не позволяйте этим негативным мыслям управлять вашим разумом. Отвергните смертоносные семена, которые враг пытается посеять в вас. Я убираю эту неопределенность из вашего разума. Теперь ты отпустишь эту печаль. Я выгравирую свое имя в твоем сердце, чтобы ты никогда не сомневался в том, что я люблю тебя без границ. Я тебя не подведу, обещаю. Все поддержат тебя. Чувствуешь ли ты себя одиноким? Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Я позабочусь о тебе, твоей семье, благословениях и подарках, которые я тебе дал. Скажи мне сейчас, что ты будешь делать. Вы верите тому, что я говорю? Будете ли вы концентрироваться на том, что видите или чувствуете? Без всякого сомнения, уверяю и повторяю, что не разочарую вас. Я честно говорю, что мое обещание не пустое. Иди со мной с тихим, спокойным и уверенным сердцем. Мой завет с тобой вечен и нерушим. Я знаю, что суета жизни иногда заставляет меня забыться, но я прошу тебя, чтобы, когда наступит тишина, когда утихнет шум и у тебя будет время поговорить со мной, помни, что 1 минута со мной стоит еще 1000. Приди ко мне, я буду ждать твоих молитв. Помните, что мир, которого жаждет ваша душа, вы сможете обрести только благодаря вере в мои красивые и искренние слова. Знаешь, если я говорю что-то, потому что следую. А если так написано, потому что мое обещание сильнее и сильнее всего на свете. Ты любишь меня, ты отдаешь мне свое сердце, ты живешь моим словом и веришь ему всей силой души, и это делает меня счастливым, сынок. И в это время я обещаю тебе, что буду много думать о тебе. Я даю тебе несравненную силу, силу справиться со змеями, скорпионами, горящими шипами и всеми путями боли. У вас есть способность Бога заставить замолчать свирепого льва и остановить кровожадного на его пути. Мне не нужно кричать, чтобы моя сила проявилась. Достаточно вашей чистой и смиренной веры, вашего благодарного духа, вашего строгого послушания и вашего внутреннего воинственного мировоззрения. Враг дрожит не от громких голосов, а от истинной веры. Многие люди говорят, кричат, говорят, что любят меня, но их действия показывают обратное. Вот почему я выбрал тебя и буду творить чудеса твоими словами и твоими руками. Не бойтесь, не уклоняйтесь от испытаний. С моей любовью и силой ты преобразуешь и победишь силы зла. Во времена одиночества и слез приди ко мне. Я понимаю всю твою боль, печаль и разбитость.
Тебе не надо ничего объяснять, просто поплачь мне, и я любовью облегчу твое бремя. Я знаю, что ты дарил любовь и внимание и получал очень мало взамен. Но я вижу твою борьбу и благословлю тебя. Принеси мне свою усталость и свое утомленное сердце, и я дам тебе покой. Я вынесу всю твою боль и горе. Я знаю все жертвы, принесенные ради любви, все разочарования, которые ты пережил. Я был свидетелем всей лжи и предательств. Но слушай внимательно, я видел все, через что тебе пришлось пройти, и понимаю все чувства, все шаги, которые ты предпринял до сих пор. Я всегда был рядом, я буду с тобой, и теперь твоя вера обновилась, твои глаза открыты для новой жизни, где ты почувствуешь и поверишь в мою великую любовь. Это мое торжественное обещание, отдай мне свою душу, свое сердце, и я всегда буду рядом с тобой, чтобы любить тебя и исцелять всю твою боль. В каждой битве я буду твоим щитом, я укрою тебя своей любовью и подарю тебе мир, который укрепит твою душу. Если ты упадешь, я подниму тебя, если твое сердце будет разбито, я вдохну новую жизнь в твой дух. Ничего, слушай внимательно, ничто не может вселить в тебя страх. Не поддавайтесь лжи, которую вам говорят другие из-за ложных обвинений. Не позволяй плохим людям увидеть, что ты упал. Поверь мне, ибо я знаю твое чистое сердце, и ты увидишь, как я изгоню врагов твоих и в страхе убегу. Пусть ваша жизнь будет полна мира, мудрости, счастья, здоровья и радости с небес благодаря благословениям, которые вы на вас изолите. Рядом со мной все твои мечты сбудутся, ты почувствуешь мое присутствие внутри себя и уже не будешь прежним человеком. Все увидят перемены, увидят радость и мир, отраженные на вашем лице. Так что приходи, проснись рано утром, убедись, что ты ясно слышишь мой голос. Я обещаю тебе, что никогда не оставлю тебя. Я люблю тебя от всего сердца. Я люблю тебя в хорошие времена и в плохие времена. Трудный. Молитесь, я пошлю вам это слово мира, потому что я слышал, как вы призываете к миру. Сегодня вы чувствуете дыхание Божие в своей душе, ощущаете себя в мире. Теперь открой свои уста и возблагодари, потому что это лучшая молитва, которую ты можешь сказать мне. Не волнуйтесь, я слушаю каждое ваше слово. Знайте, что мой ответ уже в пути, прежде чем вы спросите, но, я хочу, чтобы вы укрепили свою веру. Не полагайтесь на свои силы и мудрость, а будьте мудрыми и смиренными, ведь мы не знаем всего. Он показывает скрытые опасности, ловушки во тьме, подобно рычанию львов в духовном мире. Будьте осторожны и отнеситесь к этому серьезно. Поэтому прошу, молитесь всегда, в радости и печали, в борьбе и сомнении. Со мной легко говорить, просто доверься мне. Осмелитесь поверить и взывать ко мне, где бы вы ни были, и я отвечу. Когда вы придете ко мне в гости, вы почувствуете объятия моего Святого Духа, и я не отпущу вас, пока ваше сердце не успокоится. Я не позволю тебе идти по жизни в страхе или отчаянии. Я буду стучать в дверь твоей души каждое утро. Просыпайтесь рано, пока все остальные спят, и начинайте день спокойно, стоя на коленях, с сияющей верой. Приходите с верой, я жду вас с распростертыми объятиями. Когда вы подходите друг к другу искренне, с чистой верой, не боясь выразить свои потребности, обсуждайте даже мелочи. Ваши молитвы драгоценны и важны для меня.
Вы знаете свои истинные приоритеты, не ищите тщеславия. Поэтому авторитетом своих слов говорю вам: не бойтесь, не бойтесь, непрестанно молитесь за свою жизнь, свое будущее, свое здоровье и свое счастье. Молитесь за свою семью, своих детей, больших и маленьких. Молитесь за всех своих родственников, за тех, кто хорошо к вам относится, а также за тех, кто смотрит на вас свысока. Слушайте внимательно, потому что однажды те, кто его отверг, покаются, извинятся за то, что унижали его. Я есть и буду чувствовать, любить и сочувствовать вам. Я хороший, потому что я еще и автор и творец веры. Моя рука отметила сотворение Вселенной. В своей мудрости я помещаю линии звезд, планет и всех важных элементов вашей жизни. Вы были созданы из праха, и в мире, где находится ваше тело, однажды вы вернетесь в прах. Если твоя душа будет терпеливо ждать рядом со мной до конца, я превращу твое тело из праха в святое, вечное, нетленное тело. Ты присоединишься к моим слугам, и вместе мы вернемся на эту землю и сразимся с армией зла. Приготовься, однажды ты будешь править рядом со мной. Но не прекращайте молиться, пока этот день не наступит. Ищите меня неустанно, я обещаю вам, что выполню свою волю. Скажи мне сейчас своими словами, что ты всегда будешь любить меня. И если вы хотите получить благословение, поделитесь этой статьей с людьми, которых вы любите, и с теми, кто, как вы знаете, нуждается во мне. Присоединяйтесь к моей евангельской армии, и мы будем праздновать жизнь вместе. Я никогда не ошибаюсь, все происходит не просто так, все, что происходит в твоей жизни, имеет божественную цель. Ты мое величайшее сокровище, ты силен в моих руках. Я люблю тебя, даже если ты далеко, и буду любить тебя, несмотря на все ошибки. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Мое мнение осталось прежним. Я лично приходил к вам, когда вы были в плохом состоянии, ища легкий выход из вашей боли. Но я показал вам, что реальная жизнь и мир не стоят за иллюзиями. Чтобы получить свободу и победу, о которой вы давно мечтали, вам нужно проявить настойчивость, столкнуться с трудностями, поверить в мои слова и начать идти со мной. Я хочу, чтобы ты снова нашел в себе смелость. Я видел твои слезы. Я был рядом с тобой и плакал вместе с тобой, как настоящий друг. Чтобы ты почувствовал себя в безопасности и решил продолжить борьбу, ведь я сражаюсь рядом с тобой. Когда ты меня зовешь, я помогаю тебе. Когда ты устаешь, я сражаюсь за тебя. Моя небесная армия охраняет тебя. Когда ты чувствуешь себя слабым, ты часто не осознаешь масштабы опасности, которую я спас. Я открою вам глаза на духовный мир, чтобы вы могли увидеть моих ангелов-воинов и их жестокую битву за вашу защиту. Я спас тебя от смертельной опасности, я защитил тебя от болезней, я разрушил планы преступников, я спас тебя от врага твоей души, который хочет тебя съесть. Я возвращаю тебе свою любовь и напоминаю, что, несмотря ни на что, ты в безопасности под моим покровом и любовью. Но я также прошу вас с великой любовью не унывать из-за трудностей и не наполняться страхом. Ты обещал довериться мне и не двигаться. Не причиняйте им вреда, не говорите ни о ком плохо. Пусть из твоих уст сходят только святые слова. И даже если они оставят вас, лучшее, что вы можете сделать, это помолиться и простить. Мой дух будет мягко говорить с тобой,
показывать твои ошибки. Вскоре они откроют глаза, поймут вашу ценность и увидят, что вы благословение. Что бы ни случилось, не переставай молиться, счастье не может потревожить тебя, нужда не обескуражит тебя, болезнь не украсть твоего покоя. Я не позволю тебе столкнуться с большим бременем и битвами, чем ты сможешь выдержать. Вы никогда не будете одиноки или одиноки. Не обращайте внимания на свои ощущения, когда вы в депрессии, ноете, все время плачете. Мое обещание верно, мое слово всегда выполняется. Уверяю вас сегодня, что все ваши молитвы будут услышаны. Со мной все в порядке, большое или маленькое. Я отплачу тебе и дам то, что благословит тебя, придаст тебе больше мужества и силы. Я всегда дам тебе самое лучшее. Не следуйте дурным привычкам людей, не жалуйтесь, если ответ запоздал. Научитесь доверять себе и концентрироваться на том, что действительно важно. У тебя есть жизнь, ты в семье. Несмотря на проблемы, у нас уже есть лучшее. У меня есть ты, у тебя есть вера. Если ты меня действительно любишь, я согласен остаться со мной, удовлетворить твою душу, наполниться мной и поставить перед собой такую цель. Из твоих уст исходят только хорошие и приятные слова. Я знаю, что многие люди злятся на тебя, и ты говоришь то, чего не имел в виду. Решите сейчас, я хочу изменить ваше сердце, ваше будущее, вашу семью, ваши деньги. Меня ждет великое благословение, ваши молитвы очень важны, чтобы начать мощные изменения и чудо. Попытки во всем разобраться приведут только к стрессу. Вместо этого отдайте это Господу. Повторяйте за мной: «Боже, мое будущее в Твоих руках». Моя вера подсказывает мне, куда вы меня поведете, чтобы помочь мне быть готовым принять множество даров, которые вы приготовили для меня на этом пути. Мы восхваляем Его, Бога, сотворившего великие и удивительные чудеса, которые видели ваши глаза. Божья любовь может помочь нам преодолеть любое препятствие, и сила чудес напоминает нам об этом. Очень важно знать руку Божью в нашей повседневной жизни и действие чудесной силы. Помолитесь Богу такой молитвой: готовы ли вы к чуду, которое поможет вам преодолеть препятствия, с которыми вы сталкиваетесь? Небесный Отец, я принимаю Твою исцеляющую силу в свою жизнь и открываю свое сердце, чтобы принять Твою любовь сегодня, чтобы я мог преодолеть свои трудности. Лицо. Сверхъестественная реакция веры и благодарности может помочь вам подняться над обстоятельствами. Когда что-то кажется неправильным, легко вернуться к вредным привычкам, таким как жалобы, которые могут привести к низкому пессимизму и отчаянию. Но ты все равно можешь остаться. Назови меня по имени и подтверди свою веру в меня, несмотря на чувства, и поблагодари меня за все. Даже если это кажется нелогичным или бессмысленным, вы снова начнете подниматься и возвращать утраченные позиции. Как только вы вернетесь на твердую почву, вы сможете подойти к своим проблемам с более честным и благодарным отношением, и тогда вы начнете чувствовать мой неописуемый покой. Если на этот раз вы выберете сверхъестественный ответ, такой как моя вера и благодарение, поблагодарите Бога за закрытую дверь, как Он сделал с израильтянами у Красного моря. Он не даст вам вернуться в рабство, закрыв определенные пути в вашей жизни к вашей же выгоде. Спасибо тем, кто поддержал вас, сказал «нет» или просто бросил вас.
Если бы вы остановились на этом, Божий план для вашей жизни был бы неправильным. Каждый раз, когда Бог закрывает дверь на вашем пути, знайте, что это открывает путь к чему-то большему. Пишите «Я знаю» внимательно, чтобы сосредоточить свое внимание. Ваш следующий год будет лучше, чем предыдущий. Где вы сейчас находитесь, это уже не первый раз Бог выведет вас на следующий уровень. Не расстраивайтесь из-за текущей ситуации. Вы никогда ничего не видели, и величие, которое вы испытали до сих пор, это вкус того, что будет дальше. Будьте готовы к последнему дню. Продолжайте, и все станет лучше. И даже если вы начали с малого, в итоге у вас будет много. Теперь Бог говорит: «Я видел, что они с тобой сделали, и подумал, что это плохо и неправильно. Тебе есть что преодолеть в своем царстве. Так что не мсти больше, поблагодари их, потому что я отплачу им». Жестокость. Никто не причинит вред моим детям, не страдая от последствий. Будьте спокойны, осыпайте их своей любовью, молитесь за них больше, и когда мне придется сделать то, что я могу сделать это я. Запросите его, набрав «да», чтобы продолжить. Он думает о Боге, поэтому даже если одна дверь закроется, вас ждет дверь получше. У Бога есть план для вас, как преодолеть эти испытания и трудности и стать сильнее и лучше, чем раньше. Так что будьте уверены сегодня и с нетерпением ждите того, что вас ждет. Бог хочет использовать каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, как ступеньку к победе, которую Он приготовил для вас. Трудности не являются оправданием того, какой вы человек, и я не думаю, что кто-то должен жалеть о том, что он сделал. Я не думаю, что справедливо принижать чью-то борьбу только потому, что он продолжает жить своей жизнью, а не застревает в грязи. Нет, я не ищу признания. Все, что я прошу, это чтобы люди перестали говорить мне: «Ты не понимаешь, но я понимаю». Просто введите код «Мужчина» в соответствующее поле. Боже, пожалуйста, дай мне способность быть терпеливым. Боже, научи меня любить других. Ты показал мне так много любви и прощения. Пожалуйста, помоги мне вернуть это им, пожалуйста. Научи меня, как показать, что истина эффективна в моя душа. Дорогие друзья, помогите мне найти правильные слова через Духа, чтобы вести меня. Не позволяйте мне использовать истину в своих интересах. Богу слава. Его любовь. В силе Святого Духа я молюсь. Аминь. Позитивная акция. Если вы готовы, нажмите кнопку «Да» и отправьте это видео 5 друзьям. Если вам нравится наш контент и вы хотите выразить свою поддержку, подпишитесь на наш канал и включите колокольчик.